Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В эти морозные январские дни внимание якутян приковано к главному спортивному событию – к Кубку России по шахматам на призы главы Республики Саха-Якутия. Это первый этап. Завершится Кубок страны в декабре 2023 года в Ханты-Мансийске. Ведущие шахматисты республики, тренеры, также юные шахматисты проходят прекрасную шахматную школу. Завтра, 1 февраля, определится первый победитель. Сегодня наш гость студии Михаил Крюков, главный судья первого этапа Кубка России по шахматам среди мужчин. Михаил Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Как оцениваете стартовый этап Кубка, который впервые проходит в Якутске? И из каких регионов нашей большой страны приехали шахматисты? Во-первых, это действительно стартовый кубок. Якутия сделала свой первый ход в шахматный ход в этом году. Вот. Вы подготовлены прекрасно. Почему? Потому что хорошо поработали и Министерство спорта Республики Саха-Якутия, и основная работа – это работа Федерации шахмат. Федерации шахмат Республики Якутия. Подготовка велась давно. И вот на выходе мы получаем прекрасный этап, прекрасный праздник. 50 участников принимают участие в основном турнире в этапе Кубка. Из них 5 обладателей высшего шахматного звания. Место для проведения выделено просто прекрасное, превосходное. Это музей предоставил нам такую возможность. Игрокам остается только заниматься творчеством, больше ничего. Так что здесь никаких даже нареканий близко нет. Хорошее размещение приезжим было предоставлено. Вот. И кроме основного турнира, большая программа. Это мастер-класс со стороны известных гроссмейстеров. Михаил Кабалия, это главный тренер сборной России, гроссмейстер. Дмитрий Кряквин, Борис Грачев, Володар Мурджин, самый юный гроссмейстер нашей страны, давали мастер-классы, сеансы современной игры. То есть кипела шахматная жизнь. Кроме этого, они принимали участие в соревнованиях по блицу, по быстрым шахматам, которые были проведены в замечательном, кстати, республиканском шахматном клубе. Прекрасное, отдельное здание, прекрасное. А из каких регионов приехали? 8 регионов. Здесь 8 регионов. Москва, Санкт-Петербург, Бурятия, Московская область, Хабаровский край, Приморье. Есть, в общем-то, 8 регионов достаточно для того, чтобы турнир был легитимным. Кроме солидных призовых, победители получат зачетные очки, которые помогут им уже в финале Кубка России в декабре этого года в Ханты-Мансийске. Михаил Витальевич, какие способности развивают шахматы? Значит, я считаю, что прежде всего шахматы должны иметь прикладное значение, потому что все профессиональными шахматистами просто быть не могут. Но шахматы помогают в овладении многими профессиями. Традиционно развитие памяти, логики, интеллекта, все это можно, конечно, все можно, но прикладное значение колоссальное имеет, просто колоссальное имеет.
А с какого возраста ребенку нужно начать заниматься шахматами и как распознать, что у него есть способность? Вы понимаете, сейчас шахматы настолько помолодели. Раньше 40-45 лет это считался расцвет шахматиста. Вот он только набирает свою творческую мощь. А сейчас уже 30 с небольшим, вон, чемпион мира Магнус Карлсон. Ему 32 года, он говорит, я уже устал защищать звание чемпиона мира в 32 года. Вот, поэтому и дети, которые начинают обучаться шахматам, они уже, в принципе, с 3, 4, 5 лет они уже принимают, вполне могут обучаться шахматам. Вот. У вас, кстати, есть программа, хорошая программа, здесь и шахматы в школе, здесь прекрасная у вас программа есть, она реализуется, вот, в результате которой, я надеюсь, что шахматы в Якутии будут на достойном уровне. Кстати, если посмотреть, как они стоят в Дальневосточном федеральном округе, стабильно шахматисты Якутии вот, в высшую лигу выходят. Вот, скоро высшая лига стартует в Москве с 17 по 30 апреля. Да, вот по вашему мнению, есть ли шанс у молодых шахматистов республики попасть в топ лидеров России? Да, и конечно, есть. Дело в том, что, так сказать, у вас в республике, значит, у вас есть хорошие шахматные тренеры, Я просто на память Дима, Дмитрий Егоров тренирует, значит, детей. Роман Ганжуров, главный тренер республиканской. Вот. Единственное здесь, что, как говорится, за минусом. Большая территория, они чисто физически не могут вот, тренера охватить. И вот я, конечно, очень надеюсь, что в следующем году, кроме мастер-класса в Якутске, приглашенные шахматисты, они проведут сеанс медной игры, так сказать, и, собственно говоря, так сказать, в отдаленных уголках Якутии. Ну, на первых порах просто, допустим, там в районе 300-400 километров. Это вполне возможно и, в общем-то, будет способствовать популяризации шахмат в Якутии. А какие соревнования еще ждут вас в этом году? Лично меня, значит, ну, я 2 числа прилетаю домой, 5 вылетаю в Волгоград, 5 февраля. Вот. Потом Кубки России. Ну, буквально недавно я прилетел с чемпионата мира, который был в Алмате, чемпионат мира по быстрым шахматам в Блиц. Вот. А в марте Камчатка традиционно. Сначала Суздаль будет женский кубок, потом Кубок Камчатки с 24 по 1 апреля. Потом чемпионат страны с 7 по 30, потом этапы Кубка Подмосковная весна, Воронеж Опен, потом начинается самое интересное. Значит, Владивосток в этом году принимает чемпионат России по шахматам для людей с повреждением опорно-двигательного аппарата. И сразу после этого, вот у них фестиваль свой у приморцев, и сразу после этого у них фестиваль стартует город у моря. Вот меня пригласили туда поучаствовать. Вот после города у моря в Южно-Сахалинске стартует шикарный чемпионат. Вот. Ну, то есть у меня до 31 декабря все есть. Вот, так что все хорошо. И вот единственное, что я хотел бы сказать, больше соревнований должно проводиться у вас здесь, в Якутии. Соответственно, мастерство шахматиста растет из две составляющие. Это
система соревнований, выстроенная сама. Кстати, у вас хорошо выстроенная система первенства Якутии, это очень хорошо выстроено, но их нужно больше, потому что территории большие. Ну и, соответственно, система с тренерами работать надо с тренерами. Я очень надеюсь. У вас молодые перспективные тренеры, но их охватить не могут они практически все вот таким образом. А вы ранее были в Якутии? Ну, раз 30, наверное, я был в Якутии. Вот. Из них я был 2 раза главным судьей детей Азии. Вот. Поэтому Якутию я знаю, так сказать. Вот. И, собственно говоря, и через Аяно-Майский район Хабаровского края добирался до Якутии, и через Амурскую область, через Невер, да и так. Вот. Поэтому знаю я Якутию, мне всегда здесь тепло. В Якутии всегда тепло, здесь много знакомых, много друзей, поэтому я чувствую себя здесь комфортно, несмотря на минус 50. А что посоветуете начинающим спортсменам, на что вот следует ориентироваться? Я думаю, что вот у вас есть шахматный клуб, и у вас вполне грамотные тренеры, и, в общем-то, они подскажут. У вас программа прекрасная в Якутии, шахматы в школе. Федерация шахмат Якутии занимается с детьми. Значит, белую ладью вы проводите на достойном уровне проводите. Искать, и, значит, работать. Вот. И искать таланты. А вот начинающему, например, спортсмену? Ну, начинающих, вы понимаете, вот сама система шахматы в школе, она вот этих начинающих, так сказать, и находит. Есть шахматы в школе, можно в садике запустить такую же программу. Вот. Мы вчера были в Малой академии наук, так сказать, в общем-то, потрясающее явление. Как раз там выявляют и развивают, так сказать, способности одаренных детей. То же самое и в шахматах. Здесь направление одно и то же. Михаил Витальевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши Вам вопросы. большое спасибо за приглашение, чтобы шахматы в Якутии расцветали. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.